Соединенные Штаты одобрили законопроект о защите прав человека уйгуров, поддержанный двумя партиями, об ускоренном предоставлении статуса беженца и предоставлении убежища для уйгуров и других турецких групп, спасающихся от преследований со стороны Китая. Представители США Дженнифер Векстон, Мария Эльвира Салазар, Грегори Микс, Дон Бейер и Джерри Коннелли проголосовали за закон, чтобы объявить уйгуров в Синьцзяне и другие этнические меньшинства, преследуемые китайским правительством, приоритетными беженцами и ускорить их возможность подать заявление на получение убежища в Соединенных Штатах. Вчера силы безопасности Кыргызстана провели масштабную операцию против организованной преступной группировки, которая, как утверждается, планировала акции протеста и восстания с целью захвата власти в стране. Более 30 членов организации были задержаны. Как сообщает Крымское информационное агентство, ГКНБ Кыргызстана 6 июня 2023 года выступил с заявлением по поводу операции, сообщив об изъятии многих организационных документов и аудиозаписей, принадлежащих членам преступной организации. Природный газ тюркских республик поступает во внутренние районы Китая по центральноазиатско-китайскому трубопроводу, построенному Китаем для транспортировки природного газа из региона в свою страну. Стратегические планы Китая по претворению в жизнь туркестанской мечты продолжаются полным ходом. В заявлении подконтрольной Китаю China West Pipeline Company сообщается, что в марте 2023 года из Туркменистана в Китай было транспортировано около 2,9 миллиарда кубометров природного газа. По официальным данным туркменского государства стало известно, что объем газа, транспортированного в Китай в этом месяце, на 20,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года – 2,4 миллиарда кубометров. Бывший вице-президент США Майк Пенс на публичных слушаниях через несколько часов после выдвижения своей кандидатуры на президентских выборах 2024 года заявил, что в случае своего избрания он мобилизует Конгресс для создания армии, которая будет специально реагировать на провокации Китая. Тайвань активировал свои системы ПВО после того, как 37 военных самолетов, принадлежащих Китаю, нарушили опознавательную зону ПВО. В Японии сообщалось, что 4 гражданина Китая были арестованы по подозрению в контрабанде около 700 килограммов запрещенных стимуляторов. По сообщению агентства Киодо, полиция арестовала 4 граждан Китая в возрасте от 35 до 51 года в районах Йокогамы и Кавасаки по подозрению в контрабанде незаконных стимуляторов.